Доброе утро. На календаре какое? 4 февраля. Все верно. Все верно. Среда ровно середина недели. И уже в какой-то момент, получается, мы сегодня будем ближе к выходным, чем к началу рабочей недели. Это ли не повод порадоваться? Но, тем не менее, это не единственный повод порадоваться. Самый главный повод для улыбки, для хорошего настроения с самого утра — это, конечно же, то, что вы включаете телевизор или, может, через приложение смотрите «Утро Якутии» и встречаете с нами наступивший день. А значит, все у вас будет хорошо. Доброе утро. Пусть оно будет наполнено светлыми мыслями, тихой радостью, а возможно теплом на душе. Улыбнитесь, потянитесь и давайте вместе шагнем в новый день с телеканалом Якутия-24. Пусть это утро будет для каждого по-своему счастливым. Да, ну мы вот таких прекрасных слов и радости вам пожелали, а вот сулит ли нам сегодня такое же настроение погода, которая за окном сегодня установилась, давайте узнаем. В центральных районах температура воздуха на 6 часов утра была на отметке минус 49 градусов. В заречной группе 36-43 ниже 0. В южных 35-40 со знаком минус. В Вилюйской группе 46-49, Нижнеленских до 39 градусов мороза. В западных 37-46 ниже 0. В Колымы-Дигирской группе улусов 30-41, в Янских 38-45. На северо-западе ожидается до 37 градусов мороза. В Якутске температура воздуха на 6 часов утра была на отметке минус 40 градусов. Атмосферное давление 761 миллиметр ртутного столба. Ветер юго-западный 1 метр в секунду. Сегодня днем преимущественно без осадков. Ветер западный 3,8 метров в секунду. Температура днем ожидается до минус 30 градусов. Такой относительно теплый день ожидается при таком очень морозном утре, честно говоря, потому что почему-то эта неделя как будто бы становится холоднее, чем прошлое. И не знаю, как это связать с поверьем о быке холода, у которого уже один рок отвалился. Как бы я в замешательстве полнейшем и не знаю, как с этим жить дальше. Да, поэтому если вдруг вы еще не выглянули за окно, имейте в виду, что там сегодня достаточно холодно, даже туман присутствует. Присутствовал, да. Поэтому позаботьтесь о теплой одежде для себя и своих близких. Ну а мы движемся далее, и прямо сейчас давайте узнаем, что же произошло в нашей республике и за ее пределами. Доброе утро, коллеги. Далее блок новостей. Группа депутатов во главе с зампредом Госдумы Викторией Абрамченко, а также сенатор Константин Басюк предложили снять ограничения на продажу жилья, конфискованного по решению суда. Такой законопроект внесен на рассмотрение Палаты 2 февраля. Как отметила Абрамченко в своем телеграм-канале, согласно отчету Счетной палаты, из-за законодательных ограничений в экономику вовлечены лишь около 20% жилых помещений, которые поступили в Государственный жилищный фонд в результате совершенного коррупционного правонарушения. По ее словам, в реестре федерального имущества по разным причинам застряли около 5000 объектов недвижимости. В настоящее время срок их реализации до 2 лет. При этом его реально сократить до полугода. Стройготовность школы номер 1 в Якутске превысила 95%. Вопрос ввода здания в эксплуатацию зависит от получения соответствующих заключений, отметил министр строительства республики Виктор Романов. Завершение строительства школы и других объектов чиновники обсудили на минувшем совещании совместно с вице-премьером правительства республики Дмитрием Садовниковым. На повестке 8 социальных объектов, самые крупные из которых школы на 450 мест в Намском и Сунтарском районах. Их ввод ожидается уже в сентябре этого года. По остальным же объектам имеются проблемы чаще всего по линии финансирования. Ожидаемым объектом, который волнует большое количество населения, это у нас физико-технический лицей, новый корпус, который планируется. Здесь заказчиком является окружная администрация города Якутска. Здесь есть моменты, связанные с финансированием, подключением к инженерным сетям, но эти вопросы мы в рабочем порядке с коллегами решаем. У нас есть ряд объектов, это детский сад в микрорайоне Звездный. Сейчас действующим контрактом мы планируем завершить. Есть моменты некоторые по финансированию.
Начался отбор на 5-й поток программы подготовки кадров для государственной службы Институтов развития Дальнего Востока и Арктики Муравьев Амурский 2030. Уникальная образовательная программа реализуется с 2022 года с целью подготовки профессиональной управленческой команды для 2 геостратегических регионов нашей страны. Обучение длится 1 год, включает в себя проектную работу и тесное взаимодействие с наставниками. Участниками отбора могут стать граждане страны с высшим образованием в возрасте от 21 до 35 лет, с опытом работы по специальности не менее 2 лет. Заявку на программу можно подать, напомню, на сайте muravьевамурский2030.рф до 16 марта этого года. В Бердигистякской средней школе имени Семена Данилова Горного района прошел профориентационный день. Преподаватели и студенты из медицинского, педагогического, инженерно-технического институтов, юридического факультета, а также физико-технического лицея встретились с учащимися. Были проведены различные производственные занятия, игры и курсы, что оказалось очень интересным для учеников с 7 по 8 класс. По итогам встречи педагогический коллектив разработает дорожную карту для системного сотрудничества с вузами в рамках специальной образовательной программы. Мне очень понравилось все мастер-классы. Особенно мне понравился мастер-класс там, где нам показывали юридические статьи, там, законы, и показывали мультики, в которых есть нарушение законов. Мы это все смотрели и подсказывали, помогали. Чемпионат мира по масс-рестлингу среди мужчин и женщин этого года примет Казань. Крупное международное спортивное событие состоится в Татарстане впервые. Таким образом, главное мировое первенство по масс-рестлингу снова проведут в России спустя 4 года. Напомню, чемпионат мира по якутскому национальному виду спорта пройдет с 26 по 30 ноября во Дворце спорта «Акбарс». В последний раз Россия, к слову, принимала чемпионат мира по масс-рестлингу в 2022 году. Тогда он проводился в Якутске. Затем главные старты были организованы в Узбекистане, Кыргызстане и Монголии. Что ж, вы узнали много важной информации, ну а теперь предлагаем начинать сегодняшний день и выполнить сделать для себя небольшую победу над собой, а именно провести утреннюю зарядку. Не нужно сложных движений или рекордных нагрузок, главное – движение, ритм и хорошее настроение. Встаем, улыбаемся и начинаем. Всем доброе утро, всем чудесного и прекрасного настроения. Повторяйте эту зарядку вместе со мной, чтобы проснуться, чтобы взбодриться и чтобы ваш весь день прошел на ура. Итак, поехали. Первое упражнение мы выполняем полуприсед с подъемами рук вверх и сбрасываем их вниз. Показываю. Раз, раз, 8, 7, 6, 4, 3, 2, 1. Ножки, ручки стряхнули. Следующее упражнение. Мы разводим локти в стороны, раскрываем наш грудной отдел. Приготовились? Поехали. Лопатки сзади хорошенько сводим. Делаем это упражнение очень медленно и аккуратно. Также делаем это упражнение 15-20 повторений. Обязательно при этом правильно дышим. Делаем вдох, выдох, вдох, выдох. 4, 3, 2 и последний. Отлично. Следующее упражнение. Мы поднимаем руки вверх, касаемся плеч и опускаем их вниз. Вдох, выдох. Можно при этом встать на носочки. Также выполняем это упражнение 15-20 повторений. Обязательно дышим. Вдох, выдох, вдох, выдох. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, в последний раз. Отлично, прекрасно. Следующее упражнение у нас будет подъем рук вверх-вниз. Мы поочередно поднимаем ручки вверх-вниз. Также при этом можно вставать на носочки. Если вам тяжело, можете на носочки не вставать. Итак, поехали. 8, 7, 6, 5,
4, 3, 2, 1. Отлично, ручками потрясли. Следующее упражнение у нас мы обнимаем себя ручками. Бросаем из стороны в сторону, раскрываем грудной отдел, дышим. Можно даже по себе чуть-чуть похлопать. Вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох. Также повторяем это упражнение 15-20 повторений. Улыбаемся, включаем себе активную музыку и поднимаем себе настроение. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 и 1. Отлично. Обязательно начинайте утро с утренней зарядки, чтобы ваше настроение всегда было отличным. До следующих встреч! 4 февраля не просто календарная дата. А знаете ли вы, что в этот день можно назвать День изобретательской смекалки? А вот почему? Да все потому, что в этот день родились идеи, которые могли получать, ну, допустим, идея такая возникла, да, как получить электроэнергию из ветра. Также в этот день решили проблему опасных сосулек на крыше, потому что изобрели специальное приспособление, чтобы от них избавляться. Да. Ну и, кстати, в этот день также открыли новые возможности для науки. А вот чем еще отмечен этот день в календаре, узнаем далее. На календаре 4 февраля. Сегодня Всемирный день борьбы против рака, Международный день человеческого братства. По народному календарю Тимофеев день, Тимофей полузимник. Свое народное прозвище он получил за то, что день его поминовения считается серединой зимы. Несмотря на то, что половина зимнего времени осталась за плечами, расслабляться не стоило. Ведь не случайно в честь этого святого на Руси придумали особое понятие – Тимофеевские морозы. Считалось, что именно с Тимофеева дня начинались самые жесткие вьюги и метели. Этот день в истории. В 1722 году в этот день Петр I своим указом утвердил табель о рангах. В 1857 году научной общественности впервые представили неандертальца. В 1944 году ученые доказали, что носителем наследственной информации является ДНК. В 1961 году в этот день началась освободительная война в Анголе. В 1976 году открылись 12-е зимние Олимпийские игры в Инсбруке, Австрия. В этот день родились Михаил Пришвин, русский и советский писатель, автор произведений о природе. Климент Ворошилов, советский государственный и военный деятель, маршал Советского Союза. Яков Протазанов, советский кинорежиссер, сценарист, один из зачинателей русского кинематографа. Николай Реймерс, советский эколог, зоолог, доктор биологических наук, профессор. Игорь Кваша, советский российский актер театра и кино, телеведущий, народный артист РСФСР. Именины сегодня отмечают Анастасия, Гаврил, Георгий, Ефим, Иван, Иосиф, Леонтий, Макар, Николай, Петр, Тимофей и Яков. Сегодня во всем мире отмечают Всемирный день борьбы с онкологией. Вместе с тем, сегодня отмечают профессиональный праздник те, кто свою жизнь посвятил этой борьбе – онкологии. Сегодня у нас в гостях заместитель главного врача, врач-онкогинеколог Якутского республиканского онкологического диспансера Светлана Мареева, которая расскажет о современных методах диагностики, их значении и о том, как важно проходить регулярные обследования. Доброе утро, Светлана. Доброе утро. Да, ну, в первую очередь с профессиональным праздником. Спасибо. Вот. Ну, а второе, все-таки уже перейдем непосредственно к борьбе, да, с онкологией. Какие, наверное, основные факторы риска, которые могут способствовать развитию онкологических заболеваний у человека, и возможно ли их как-то минимизировать? Ну, начнем с того, что рак, он развивается, конечно же, у лиц пожилого старческого возраста, то есть возраст имеет значение, да. Дети, они болеют крайне редко, молодые люди, ну, начиная где-то, возьмем с 18 до 45, тоже они как бы считается, что болеют реже. Это болезнь пожилых людей. Ну, почему это происходит? Да, потому что организм человека, он на протяжении жизни более продолжительно, значит, сталкивается с такими факторами риска, да, физическими, химическими, биологическими. И с возрастом снижается иммунная система, да, развиваются воспалительные процессы во многих органах, а это индуктор опухолевого процесса воспаления.
И вот наиболее, значит, доказанные, известные факторы риска – это курение, ожирение. Вот на эти факторы риска, вот, к сожалению, да, эти факторы риска ответственны где-то примерно за 20% смертей от онкологических заболеваний. Это очень много, да, 40%. Ну и, конечно, минимизировать риски на протяжении жизни можно. Это же, конечно же, можно отказаться от курения, если вы курите, или вообще не начинать, вот, да, не злоупотреблять алкоголем, не загорать, потому что активное солнце, да, оно может вызвать рак кожи, а рак кожи – это лидер, считается лидером среди онкологических заболеваний. Обязательно проходить профилактические осмотры ежегодные, да, во время которых мы можем выявить не только ранние раки, но и предраковые состояния, фоновые заболевания, да, отслеживать их, потому что на фоне их может впоследствии развиться злокачественная опухоль. Не отказываться от вакцинации. Вот, например, вакцинация гепатита Б – это профилактика рака печени. Вакцинация вируса папилломы человека – это тоже профилактика заболеваний, да, которые вызывают этот вирус. Ну, такие, как, например, рак шейки матки. Ну, для женщин, опять же, после родов им рекомендовано грудное вскармливание, не отказываться. Да, это профилактика рака молочной железы. Вот, ну, вот. Ну, как бы давно уже известно, что все-таки раннее обнаружение, да, ранняя постановка диагноза там, на начальных стадиях, это на самом деле сегодняшним днем является там, одним из залогов успешной борьбы с онкологией. Тем не менее, какие методы диагностики сегодня существуют и как, возможно, они изменили подход к лечению? Ну, основные инструменты ранней диагностики – это, конечно же, скрининг. Да? Вот мы как бы об этом говорим постоянно. Да? На сегодня для 5 заболеваний этот скрининг он существует. Это рак молочной железы, рак шейки матки, рак легкого, рак кишечника, предстательной железы. Да? И все вот эти скрининги, они проводятся в рамках диспансеризации. Вот. И скрининг вообще это как бы обследование здоровых людей, ну, скажем так, условно здоровых. Они как бы еще не знают, что у них, возможно, что есть какая-то, да, болезнь. И симптомов не бывает при раннем раке. И это можно обнаружить только во время обследования. Да. И поэтому необходимо скрининг он проводится в зависимости от возраста, в зависимости по полу, да, поэтому население должно не пренебрегать, да, вот нашими рекомендациями, все-таки Проходить вовремя, да, проходить И диспансеризацию. при этом, как вы сказали, симптоматики обычно на ранних стадиях никакой нет, то есть нет каких-то вот маркеров, по которым человек сам может понять, так, что-то не так, я пойду Да, скажу. ранний рак, он бессимптомно протекает. Его можно увидеть только под микроскопом. Это, допустим, когда мы мазочки берем, да, у женщин, гинекологические мазки, по снимку, рентген-снимку или по маммографическому снимку увидеть какое-то образование, которое еще женщина у себя не пропальпировала. Вот это называется, да, скрининг. Если во время скрининга обнаруживаем какие-то изменения, тогда мы уже направляем на уточняющую диагностику. Это уже как бы второй этап диспансеризации, да, где проводятся эндоскопические исследования, да, такие как исследование желудка, исследование кишечника, колоноскопия, ультразвуковое исследование, если необходимо, и компьютерная томография, магнитно-резонансная томография. Ну, это достаточно уже такой долгий процесс, да? Ну, а если говорить все-таки о том, что вот зачастую, да, многие, кто услышал все-таки такой серьезный диагноз, как рак, да, начинают искать варианты лечения там, ну, в больших крупных городах, да, ну, или даже за границей, да? Вот на сегодняшний день как обстоят дела в нашей республике, да? Возможно ли пройти хорошее, качественное, ну, а самое главное, результативное лечение у нас в Якутии? Да, вот как вы знаете, у нас в республике уже третий год, да,
начал работу, введен в эксплуатацию наш новый онкологический центр. Да. Это современное здание с самым современным топовым оборудованием. Да. И в нашей республике наши пациенты онкологические, они получают полное лечение по стандартам, которое необходимо, которое проводится вообще во всем мире. Мы проводим лечение у нас в нашем диспансере. Да. И вообще за последние 20 лет в медицине прошел такой прорыв, можно сказать, да, революция. Если раньше как бы грустненько было, да, лечение онкологических больных какое-то было беспросветное, то сейчас, ну, с позиции врача, если посмотреть, да, стало очень интересно работать, да, в нашей специальности. Мы почти половину пациентов мы вылечиваем. Да. Это пациенты все с ранними стадиями, в основном, конечно же. Да. Если мы говорим о более продвинутых стадиях, да, 3-я, 4-я стадия, то этим пациентам мы добиваемся продления жизни, хорошую ремиссию. Да. Светлана, ну, спасибо за ваши ответы, за эту беседу интересную. Еще раз поздравляем с профессиональным праздником. В вашем лице, наверное, всех ваших коллег тоже поздравляем, потому что, ну, действительно, слово «рак» звучит страшно, и вы каждый день с этим боретесь, и, ну, это как минимум заслуживает уважения и безмерной благодарности. Спасибо. Спасибо вам большое. Конечно, мы привыкли обращаться к врачу, когда уже что-то действительно болит. Но настоящая ценность медицины – профилактики и точной диагностики. Сегодня поговорим о том, какую пользу приносит каждый специалист, даже если его область кажется узкой. На примере флеболога убедимся, забота о венах – это не просто комфорт, а важный элемент общего здоровья. Доброе утро! Обращение к флебологу очень важно, потому что он помогает выявить заболевания вен на ранней стадии, когда лечение наиболее эффективно. Если не заниматься проблемами сосудов своевременно, это может привести к серьезным осложнениям, таким как образование тромбов, трофические язвы или кровотечения. Врач подберет подходящее лечение от консервативных методов и компрессионной терапии до минимально инвазивных процедур, что позволит добиться лучших результатов и восстановить здоровье. Кроме того, флеболог расскажет, как правильно ухаживать за ногами, чтобы снизить риск прогрессирования болезней и уменьшить неприятные симптомы, такие как тяжесть, боль и отеки. Первичные признаки флебита в некоторых случаях приходится определять по косвенным признакам. Быстрая утомляемость ног, приливы тепла в ногах при смене положения, отечность, ощущение тесноты в привычной обуви, частые судороги ног, особенно в ночное время, ощущение жара в ступнях, покалывание, онемение конечностей. Эти и подобные симптомы нужно расценивать как сигнал о необходимости обратиться к доктору. Регулярное посещение специалиста помогает контролировать состояние вен и своевременно реагировать на любые изменения, что значительно улучшает качество жизни в целом. Своевременное обращение к флебологу помогает сохранить здоровье сосудов, предотвратить развитие серьезных осложнений и обеспечить комфорт и уверенность в своих ногах. Не стоит откладывать визит. Здоровье ног очень важно. Будьте здоровы! Мир все чаще говорит о профилактике, как мы уже сказали. Ну, конечно, а не о лечении. Это, в принципе, правильно. Ну, самое лучшее лечение – это профилактика. Но, тем не менее, китайские детские сады, они вот яркий пример такого подхода именно, когда наше воспитание основывается на профилактике заболеваний. Там, значит, формируют здоровые привычки, пока ребенок еще мал, чтобы потом ему не пришлось, так сказать, переучиваться. Вот. В большинстве китайских детских садов день начинается с коллективной зарядки во дворе, где-то примерно с 8:30 утра до 10 утра. Дети выполняют упражнения синхронно, часто под ритмичную музыку или барабанный бой. И это не просто физкультура, а такое воспитание, значит, чувство коллектива. Малыши учатся двигаться в едином темпе, следить за соседями, ощущать себя
такой частью команды. Обратите внимание на кадры. Уже в возрасте 3-4 лет дети отрабатывают полноценную тренировку. Занимаются с мячами или обручами. Отрабатывают, конечно же, в первую очередь координацию. Вы видите это прямо сейчас, а также ловкость и моторику. Прелесть китайских детских садов в балансе игры и дисциплины, традиций, инноваций, индивидуального внимания и групповой динамики. Здесь здоровье становится не целью, а естественным образом жизни. Вот приехали. Приехали пожарные и проводят... И не могут сделать то, что делает ребенок в 3-4 года в детском саду. Но при этом эти мужчины залазят в горящие здания и спасают людей, да? Нет, на самом деле, если без всякой иронии и без шуток говорить, ну, это правильно. То есть, на самом деле, я давно слышал, да, такую философию китайскую, когда весь мир занимается всегда лечением, да, мы вспоминаем про здоровье, когда что-то заболело, а в Китае принято заботиться с детства, чтобы у тебя была профилактика и потом ничего не заболело. Ну, ты представляешь, вот если, ну, по нашим данным, 1,5 часа они вот как роботы выполняют все эти движения одновременно, синхронно, ну и это ли не профилактика различных заболеваний? А потом как бы вот так кунг-фу мастера и становятся. Все верно. Ну а теперь с детских садов в Китае перейдем к малышам уже нашей республики, в частности, в городе Ленске, где прошел муниципальный этап всероссийского конкурса исследовательских и творческих проектов дошкольников и младших школьников, которые назывались «Я исследователь». Да, были представлены десятки детских работ в 4 секциях. Гуманитарная, естественно-научная, живая природа, естественно-научная и неживая природа, и физика, математика и техника. Все работы были серьезные, жюри предстоял сложный выбор. Ну вот давайте посмотрим, как это было. 4 аудитории в каждой определенная секция. За партами сегодня дошколята и ученики младших классов. Все с родителями. Пока выступает один конкурсант, остальные ждут, с интересом слушая доклады участников. Работы серьезные, интересные. Одна из них – нейронные сети, как современная технология обработки и анализа информации. Я рассмотрел возможность применения нейронных сетей для оживления рисунков своих одноклассников по мотивам эпоса Алан-Кхо. Цель была показать, как современные технологии могут помогать сохранять и изучать культурное наследие. Тема раскрыта полностью. Выступающий и его научный руководитель постарались. Но рассказать доклад – это полдела. Нужно еще защитить его, ответив на вопросы жюри, которые, надо сказать, не совсем простые. Почему именно Алан-Кхо, а не какой-то там современный проезд к автомобилю по дороге? Там же у тебя хорошие, кстати, рисунки выбраны, хорошие выбраны сюжеты. И сюжеты никакие попало, а действительно культура нашего народа. Чтобы доказать, что они могут... То есть ты сам выбрал, да, какие картинки ты хочешь оживить? Можно считать. Можно считать, что сам, да? То есть... Следующий участник секции «Математика и техника» выступил с проектом «Лего Миндсторм». Многие взрослые считают, что Лего – это просто игрушки, а на самом деле это серьезный шаг к будущим профессиям. Роман Чепурнов занимается в кружке «Робототехника». В таком масштабном проекте принимает участие первый раз. Мальчик смоделировал своего робота, показал жюри, как он работает, и, предоставив отдельные модели членам комиссии, предложил попробовать запустить его интерактивного друга им самим. Проектировали, и для жюри мы выдали вот несколько таких базовых элементов робота Lego Mindstorms, который вот он собирал. Он предоставил датчик касания. С датчиком касания, где по определенному цвету он реагирует и едет. В соседней аудитории работала секция «Гуманитарная» с самым большим числом участников. Георгий Бурлаков, ученик 1 класса, рассказал об истории названия улиц своего города. Связанные с природой, например, улица Кедровая, Таежная, Заозерная, Болотная. Я живу на улице Заозерная. Она так названа, потому что за бывшим озером. На сегодняшний день этого озера там нет. Вот и жители нашего города Ленска считают самой красивой улицу, на которой они живут. А визитной карточкой города по опросу стала улица Набережная.
А Аделина Слепцова выбрала тему загадочных узоров орнаментов. В своем выступлении девочка использовала якутские атрибуты и украшения. Лев Башмаков – участник секции естествознания «Живая природа». Он пришел на конкурс с объектом своего изучения – с красноухой черепахой по кличке Капелька. Красноухие черепахи родом из Северной Америки. Название получили из-за красных длинных полос на голове, сразу за глазами. Продолжительность жизни красноухих черепах в дикой природе могут прожить 20-30 лет, а при правильном содержании и уходе могут прожить 50 лет. Проделана большая работа педагогами, наставниками, руководителями образовательных организаций и организаторами. И, конечно же, сами юные исследователи показали высокий уровень подготовки. Победители будут представлять Ленский район на республиканском уровне. Светлана Болева, Виталий Андреев, Ленск. Конечно, дошкольные годы – это то время, когда закладывается фундамент всей будущей жизни ребенка. Каждое слово, игра, эмоция – это маленький кирпичик в здании личности. Нейропсихологи утверждают, к 6 годам мозг ребенка формирует до 90% нейронных связей, отвечающих за речь. Это значит, что дошкольный возраст – уникальное окно возможностей для освоения родного языка. Так что давайте попытаемся изучать его вместе. Ütü gününden. Ütü gününden. Сегодня узнаем, как образуется отрицательная форма глагола в настоящем времени. Итак, она образуется от основы глагола и аффикса отрицания «бат». Этот аффикс в зависимости от предыдущего звука может иметь формы «пат» и «мат». Также мы используем аффиксы настоящего времени в положительной форме. Рассмотрим на примерах. Слушаем и повторяем. Я не иду. Мин барбапын. Мин барбапын. Хорошо. Ты не идешь. Эн барбакын. Эн барбакын. Барбакын. Молодец. Он, она не идет. Кини барбат. Кини барбат. Отлично. Как видно из примеров, между соседствующими глухими и звонкими согласными происходит регрессивная ассимиляция. То есть звонкий согласный становится глухим и удваивается. Теперь попробуем проспрягать глагол во множественном числе. Мы не идем. Бигиги барбапыт. Бигиги барбапыт. Молодец. Вы не идете. Эгиги барбакыт. Игиги барбакыт. Они не идут. Кинилер барбаттар. Кинилер барбаттар. Молодец. Давайте закрепим пройденный материал простыми предложениями. Аня, слушай и повторяй за мной. Я не смотрю страшные фильмы. Мин кутталлах кинелери көрбөппүн. Мин кутталлах кинелери көрбөппүн. Ты не пьешь Кока-Колу. Эн Кока-Коланы испеккин. Эн Кока-Коланы испеккин. Он, она совсем не мерзнет. Кини олох тоңмот. Кини олох тоңмот. Итак, сегодня мы научились спрягать глаголы в отрицательной форме настоящего времени. Попробуйте проделать это с другими глаголами. Көрсөк-кадери. Кюрсёхадери. Ну а сейчас давайте отправимся в мини-путешествие по одной из улиц нашей столицы.
Мы живем в городе, ходим по его улицам, но часто даже не знаем историю этих улиц. А ведь каждый переулок, площадь, памятник – это страницы общей истории. Знание своего города не просто эрудиция, это уважение к месту, где ты живешь, где жили твои предки, где живет наше будущее дети. Так что давайте еще чуть больше узнаем про историю Якутска. Добрый день! Сегодня мы на улице, которая не просто проходит через город, она его преодолевает. Улица имени Платона Аюнского – это центральная артерия Якутска и живая история в камне. А теперь в этой истории появился новый впечатляющий отрезок. Подвесной мост через озеро Сайсары длиной в 117 метров, открытый 26 июля 2012 года. Он соединил улицу Аюнского и автодорожную, буквально связав прошлое с будущим. Этот мост привел нас сюда, к месту силы, к спортивному комплексу «Триумф» и новой общественной зоне вокруг него. Здесь, у входа в «Триумф», нас встречают легенды. Памятник посвящен титанам якутского спорта, олимпийским чемпионам Роману Дмитриеву, Павлу Пенигину и серебряному призеру Александру Иванову и их тренеру Дмитрию Коркину. Но вернемся к началу нашей улицы и ее имени. До октября 1957 года она называлась Студенческая. Судьба распорядилась дать ей имя человека эпохи – Платона Аюнского, революционера, первого руководителя Якутии и, что главное, ученого-лингвиста, основоположника якутской советской литературы, человека, создававшего современный якутский язык. И открытие новой таблички на 2 языках 1 ноября 2023 года – это финальный, мощный аккорд, закрепивший его наследие в городском пространстве. Его имя носит улица Диалог. Вот республиканский лицей-интернат, где учатся лучшие ученики из разных уголков нашей республики. IT-школа, школа 21, мемориал «Слава победителям» и заложенная в 2020 году капсула времени для потомков 2045 года. А пройдя все 1229 метров этой улицы, вы увидите, как наследие Аюнского оживает в футуристической архитектуре «Триумфа», напоминающей Урасу, в гигантском мурале с героями его эпоса, в узорах плитки под ногами. Улица Аюнского – это путь длиною в историю, который продолжается. Это место, где память, спорт, культура и наука сливаются в одну мощную реку, ведущую Якутск вперед. Над передачей работали Дмитрий Нечаев, Иван Сивцев, Качканамерия. Вот, несомненно, зачастую улицы обретают персональные смыслы. Например, здесь я вырос, тут было любимое кафе и подобное. Названия становятся триггерами воспоминаний. Так же, как и винтажные вещи, которые часто связаны с личными историями. Например, это платье бабушки или лампа из дедушкиного кабинета. Кстати, Даша, вот знаешь ли ты, чем винтаж отличается от антиквариата? Ну, мне кажется, винтаж — это то, что вот, просто лежит где-то в закромах, в сундуках, что-то старинное, ну и имеющее какое-то такое значение, вот как ты сказал, память какую-то хранит. А антиквариат это все-таки имеет еще и какую-то материальную ценность, то есть, допустим, это может стоить дорого, либо это может цениться на рынке, то есть можно это еще и перепродать. То есть вот такое. Ну, вот у меня как будто бы немножко другое мнение, чем винтаж от антиквариата отличается, хотя точки соприкосновения имеются. Тем не менее, давайте вот сейчас узнаем, как бы точно и навсегда, да, чем же все-таки эти два термина отличаются друг от друга. Хозяин антикварной лавки Александр знает толк в старых вещах. Он на глаз может определить ценность той или иной принесенной вещи. Определяю я вещи, по клеймам, если это статуэтки, по годам, ну и по состоянию тоже. У меня есть каталоги, и, конечно, пользуюсь подсказками в интернете. Больше всего спросом пользуются коллекционные вещи. Спросом больше пользуются покупатели – это монеты, значки, банкноты, чайные кофейные сервизы, книги антикварные в основном.
Для Елены Филипповой интерес к старым вещам – увлечение, а не бизнес. Она уже несколько лет создает в Табаге музей, где экспонатами стали предметы советского периода. Очень многое мы берем на мусор. Люди выставляют книги, посуду, хрусталь. Ну, допустим, не стало там каких-нибудь взрослых, бабушки, дедушки. Внуки приехали, им это ничего не надо. Они даже не будут заморачиваться, чтобы продать там, или кому-то отдать. Просто выносят на помойку ковры, кресла, все что угодно. Коллекции целые. То есть все, что осталось от наших бабушек, дедушек, сейчас принято называть винтажем. К нему относятся предметы возрастом более 20 лет. Для жительницы Табаги Светланы посуда, доставшаяся от родителей, и память о них, и одновременно предмет повседневного пользования. Да, это наши тетушки, Светлана Федотовна, вот они там тоже, маме подарили на память. Ну, это мамина хлебница, так скажем. Прямо, мне кажется, с нее и хлеб вкуснее, и булочки, то есть все так это. Чем старше вещь, тем ее ценность возрастает, и ценители старины это понимают. Мне тут в этот раз, не знаю, сделали комплимент или что, сказали, что я как будто влаживаю инвестиции, возможно, в будущее. Может быть, потом это как-то, будет как-то цениться. Несомненно, некоторые экземпляры с годами превратятся из винтажа в антиквариат. Они, в отличие от первых, представляют значительную ценность. В нашей стране считаются таковыми, если возраст предмета старше 50 лет. Такие или похожие керамические изделия наверняка многие видели в сервантах своих бабушек. Цена на рынке сегодня на них колеблется от нескольких сотен до сотен тысяч рублей. Все зависит от года производства, редкости изделия, ну и, конечно, сохранности. К примеру, известная в советское время скульптура «Мальчик-якут» с собакой продается на аукционах за 80 тысяч рублей, а более редкие старые статуэтки стоят еще дороже. Так что приглядитесь к посуде, мебели, одежде ваших бабушек и дедушек. Вдруг и у вас найдутся ценные, винтажные или даже антикварные экземпляры. Правда, эксперты все же советуют не продавать их, а хранить как семейную реликвию. Туяра Филиппова, Артумен Наговицын, Джулус Иннокентьев, Якутск. Мы продолжаем рассказывать о самых заметных событиях в республике, стране и мире. В Якутии растет как количество рабочих мест, так и количество соискателей. Так, в том же Якутске, например, в Центре занятости в прошлом году обратилось более 5000 граждан. Из них трудоустроены были 2370 человек, в том числе больше 400 несовершеннолетних. Это 44% от общего числа. В этом году на учете в Центре уже находится более 1000 граждан, что, как отметили специалисты, больше, чем в это же время в 25-м. Всего по Якутии за прошлый год число обращений составило порядка 12 тысяч, из которых успешно трудоустроены половина. Наиболее востребованными стали профессии в строительной сфере: монтажники, бетонщики, арматурщики, сварщики и так далее. Для привлечения вакансий служба занятости работает с работодателями как проактивно, так и напрямую. Также по ведомственному проекту Государственного комитета занятости населения «Работающие в Якутии кадры» заключены соглашения с работодателями. Туда включены 13 отраслей, и с ними ведется очень плотная работа. Назначены кадровые консультанты, которые ведут работу по непосредственному закрытию вакансий и потребностей работодателей. Неотъемлемой частью работы службы занятости по привлечению вакансий являются наши ярмарки вакансий, а также маркетинговые визиты, открытые отборы, гарантированные собеседования. Они являются более такими новинками в наших направлениях. На поддержку народных художественных промыслов в федеральном законе о бюджете на 2026 год предусмотрен 1 миллиард рублей. Об этом на заседании комиссии Совфеда по развитию креативных, творческих индустрий и народных художественных промыслов рассказала заместитель председателя Совета Федерации Инна Светенко. По словам сенатора, в минувшем году субсидию получили 65 организаций на общую сумму в 354 миллиона рублей. В год единства народов России эта тема должна звучать в иной тональности, уверена парламентарий. Тем более, что производственные показатели отрасли в прошлом году продемонстрировали устойчивый рост.
Персонажи «Союз мультфильма» вновь гостят в Якутии, правда, в этот раз в ледовом исполнении. Стартовал республиканский фестиваль, где мастера Якутии превращают ледовые глыбы в настоящие произведения искусства. На суд жюри допущено 10 команд, каждая из которых представляет уникальную скульптуру по персонажам киностудии. Уникальность фестиваля заключается и в том, что критерии оценки готовых работ разные. Помимо раскрытия выбранной темы и техники исполнения, судейская коллегия оценит креативную составляющую, а также выразительность загаданного образа. Союз мультфильм нам дал лицензию на разрешение на использование персонажей по 10 мультфильмам. Это наши классические старые добрые Карлсон и Малыш, Ну погоди, Каникул Простоквашино. Ну вот эти попугаи, это возвращение блудного попугая. То есть мы все окунемся в детство, а наши дети и внуки будут знакомиться с нашими добрыми, старыми добрыми друзьями. Это были все новости к этому часу. Оставайтесь с нами. И мы продолжаем наш утренний эфир, и сейчас поговорим на такую важную тему, как бесплатная медицина по полису ОМС. Ведь это и есть основа здоровья каждого из нас. Но до сих пор многие не знают, на что именно они имеют право, куда обращаться и как защищать свои интересы в рамках полиса обязательного медицинского страхования. Разберем самые важные вопросы от диспансеризации до возможности лечиться в частной клинике за счет государства и расскажем, как получить полис для новорожденного. Об этом всем говорим с Киной Яковлевой, заместителем начальника консультативно-информационного центра медицинской страховой компании. Доброе утро. Доброе утро, Клина. Вот. Ну, давайте в двух словах. Все мы слышим, все мы знаем, все мы видели, у каждого, скорее всего, есть. Тем не менее, немножко о полисе обязательного медицинского страхования. Ну, полис обязательного медицинского страхования – это документ, подтверждающий право каждого гражданина нашей страны о получении медицинской помощи. Проще говоря, по полису ОМС мы можем получить поликлиническую, стационарную, а также всю диагностическую помощь. Ну вот мы уже сказали о том, что про тему диспансеризации сегодня мы затрагивали несколько раз в течение эфира, ну и вообще про нее часто говорим. И она в том числе в рамках ОМС. Да, возможно. Вот почему важно ее проходить и в каком возрасте? Вообще диспансеризацию в рамках национального проекта, утвержденного правительством Российской Федерации, у нас проходит ежегодно. Но диспансеризация – это только, скажу, один вид вот именно профилактических мероприятий, которые мы должны проходить ежегодно. Вот, например, если ваш возраст кратен 3, например, мне 27, да, либо 36, тогда в этом году я должна пройти диспансеризацию. А с 40 лет это уже ежегодное мероприятие. Она включает, вот, как ранее говорили, весь спектр скринингов может включить по показаниям, лабораторную диагностику, а также обширное анкетирование, которое на ранних стадиях выявит определенные, скажем, сложности. То есть это после 40 ежегодная диспансеризация, да. А до 40 нужно кратно либо 3, да. либо, да. соответственно, то есть в этом году кому кратно 3 да. возраст, тем да. детей проходят диспансеризацию. Остальные в следующем году. Да, мы вначале тоже сказали немного о такой возможности, что иногда можно в частные клиники обращаться по полису ОМС. Вот что, в каких случаях это применительно и, может быть, какие-то дополнительные действия человеку для этого нужно сделать, куда-то позвонить, с кем-то переговорить, какой-то документ получить. Данный вопрос у нас очень актуален, очень много звонков поступает и ежегодно уточняются. Почему я скажу? Есть определенный перечень медицинских организаций, который утверждается территориальным фондом. Он указан на сайте территориального фонда, также в страховых компаниях под разделом реестра ОМС. Данный перечень включается и государственные, и частные формы собственности, которые оказывают медицинские услуги по ОМС. То есть каждый гражданин в начале года может ознакомиться с данным перечнем, выделить для себя медицинские организации, которые также могут их наблюдать поликлинически, то есть прикрепиться по заявлению. Да, вот я, кстати, слышала про такое, что к частным клиникам можно прикрепиться, условно, да, имея просто медицинский полис, да, такое возможно. Да. Ну и, соответственно, получать там услуги на протяжении, в течение года, да? Да, все правильно. А вот говоря про список организаций, давайте еще раз зафиксируем, где со списком можно ознакомиться.
Данный список на главной странице территориального фонда, вот буквально я вчера сама проверяла, в разделе реестра ОМС он указан. Также изучить реестры медицинских организаций на 26 год, где есть определенный перечень, куда включены вот наши знакомые с вами все государственные больницы, и помимо этого есть частные формы собственности. Хорошо, допустим, если вдруг я нашла частную клинику, и так знаю, что она находится в этом реестре, прихожу к ним и говорю, вот я бы хотела обслуживаться у вас, не хочу в государственной поликлинике, я знаю, что я могу у вас это сделать, но там говорят нет. Мы отказываемся принимать вас бесплатно, у нас все услуги платные. Ну, в данном случае, смотрите, первое, вот в вашем вопросе я бы выделила, чтобы наблюдаться в частной форме собственности, частные клиники, простым языком, нужно будет заявление на прикрепление для наблюдения планового данной вот медицинской организации. Для этого вы, как гражданин, можете осуществить право выбора. Раз в год выбрать медицинскую организацию. Далее, второй, разделю вот ваш вопрос на два основных. Второе, это если вас, ваш участковый терапевт направил в частную клинику и выдал направление, там, уже должны вас принять по данному направлению. Но если возникнут какие-то нюансы, естественно, надо выяснить, почему, каким причинам вам сказали, что это невозможно. Хорошо. Собственно, теперь вопрос еще один, который... Популярный, наверное. Один популярный, да, тоже вначале мы упомянули, это полис ОМС для новорожденных детей. То есть это, в принципе, новорожденным детям очень часто необходимо медицинское, как минимум, наблюдение. Обязательно просто и для... Кто еще не знает, как получить это? Именно новорожденному человеку. Так, а с 2022 года, начиная сейчас, все полиса, не только новорожденным деткам, но и кто впервые получает полиса, они у нас цифровые. Очень многие к нам подходят, наш офис на Курашова, и уточняют, почему не вы даете бумажный. 2022 года он у нас цифровой. И также новорожденные детки могут получить данные полиса, только их законные представители, родители, со своим паспортом, свидетельством о рождении и с СНИЛСом подходят к нашим страховым представителям. Страховые представители страховых компаний, они расположены по всей республике. Ну и тут необходимо отметить, что иногда бывает такое, что потеряли, да, допустим, полис, да, как и, восстановить его? Да, и бегут сразу восстанавливать его. Вот здесь это можно сделать дистанционно сейчас, раз уж они все у нас уже в электронном виде. Смотрите, в данном случае полис все-таки это документ, подтверждающий право получения, то есть юридический документ. Для этого все-таки необходимо личное заявление, потому что, да, бывают некоторые нюансы именно оформления документов, поэтому желательно подойти к самому. Ну и куда тогда можно подойти? Так, можете подойти, вот как я говорила, в городе Якутске в офис Хамидстрах Курашова 44А, а также обратиться по всей республике к нашим страховым представителям. Население должно их знать очень хорошо. Хорошо, я думаю, не сложно будет найти информацию, да, и подойти, и, так сказать, позаботиться о своем здоровье, о профилактике различных заболеваний. Ну и, конечно, в этом нам помогут специалисты. Спасибо большое за такую интересную утреннюю беседу. Мы желаем вам хорошего, продуктивного рабочего дня. Спасибо. Ну а каждую ленту в соцсетях сегодня заполнили кадры 10 лет назад, да? Кто каким был, что делал в это время. Фото с выпускного, первые селфи на новый телефон, отпуск. Казалось бы, это тогда казались самыми яркими событиями. Ну, вообще флешмоб, да, хэштег 10 лет назад, это не просто повод умилиться, это мощная волна ностальгии, которая сметает все другие тренды. Почему это происходит именно сейчас? И правда ли, что мода возвращается ровно раз в десятилетие? Разберемся в следующем нашем сюжете. Каждую ленту в соцсетях заполонили эти кадры. Смотри, каким я был 10 лет назад. Кажется, мы это уже проходили. И буквально подобная волна ностальгии накрывала соцсети и в 2006-м. Возникает вопрос, все ли так циклично? Или у этого явления есть более глубокая причина? Я думаю, что цикличность у нас однозначно у всех есть, и мы с вами даже исторически это видим. Тут другой вопрос, в чем конкретно эта цикличность. А все-таки тренд 2016 вышел из тренда 2006. Это прям повторение такое. И даже если вы зайдете в комментарии и посмотрите, большинство как раз говорит про то, что плевать на 2016, верните 2006. И опять же, если мы посмотрим, кто это говорит, становится понятно, почему там людям ближе определенные годы, те, а не другие. Тренировать себя на позитивное мышление, мне кажется, многим из нас нужно и полезно. И здесь, ну, опять же, 2016 кого-то может ввести вот этот тренд наоборот, что я такой старый стал, мне так плохо там.
вот, или там я ничего не достиг. А может быть, слушай, смотри, как здорово там, а ты, оказывается, лучше выглядишь. Не знаю, у меня там бровки стали красивее, а были какие-то я недавно тут фотки смотрела свои в том числе. Вот. Или там, а ты, оказывается, уже теперь вот здесь и так далее. На самом деле, как говорится, все в глазах смотрящего, поэтому надо тренировать эти вещи. И здесь вот, правда, очень важно самого себя беречь от вещей, которые тебя разрушают, и все-таки выращивать то, что тебе помогает. Поэтому соцсети – это как нож. Ты можешь об него порезаться, а можешь очень вкусное блюдо приготовить. Так что же мы ищем на этих архивных съемках? Чаще всего не старую прическу или телефон, а ощущения. Психологи уверены, ностальгия – это реакция на стресс. Всегда у нас такая потребность ностальгии появляется, когда мы переживаем трудный период. А мы, правда, трудные достаточно периоды переживаем, просто в историческом контексте сейчас. Нам кажется, 90-е ужаснейшие годы в истории нашей страны и в истории очень многих людей, и огромное количество поломанных судеб. Мы ностальгируем, потому что нам хочется вернуться в условно беззаботное время. И когда мы маленькие, наши родители вот этот весь груз на себя приняли, и нам кажется, ай, как классно там было. Да не, там было по-разному. И там спасибо родителям, что они нам помогли переживать это вот так сложно. Мы просто в вот этой ностальгии «раньше было лучше» — это такая попытка заземлить себя. Выходит, тренд на 10 лет назад – это наша коллективная попытка найти точку опоры в бурном потоке времени. И важно не застрять в прошлом, а использовать этот тренд себе во благо. Что я преодолел, какие цели достиг и как вырос. Напоминайте себе, что мы уже преодолевали сложные периоды, менялись и росли. Главное – смотреть на свое прошлое с благодарностью, а на настоящее – с уверенностью, что и нынешние дни когда-нибудь станут тем самым теплым воспоминанием. Катерина Винокурова, Виктор Дичковский, Якутск из 2026 года. Но если вы еще не в тренде, то вот, пожалуйста, замечательная идея найти свое фото 10 лет назад, испытать те самые эмоции, о которых говорили в этом сюжете, ну и вспомнить былое. А почему бы и нет? Ну, а я почему-то вспомнил строки одного исполнителя, не буду его называть, тем не менее, ну, тоже сюда, наверное, применительно. Несмотря на ностальгические формы радости, жить прошлым – это первый признак старости. Что из этого выбирать? Решать исключительно вам. Мы вам дали два мнения и просто хотим пожелать отличного дня, чтобы все у вас сегодня получилось. Увидимся завтра в 7:00 на телеканале Якутия 24.